Каждый год ее с нетерпением ждут сотни детей. Елка главы вновь собрала одаренных ребят со всей республики. Аквагрим, новогодние загадки, сказочное представление и, конечно, добрый волшебник, готовый исполнить все самое сокровенное. Нашептала и свое желание на ушко Деду Морозу Анна Зубарева. Скажем дружно! Раз, два, три! Настоящее чудо! Зеленая красавица заиграла яркими красками, но не сразу, а только после того, как 300 детей дружно и громко прокричали волшебную фразу. Сегодня некоторые из них, как и Дед Мороз, волшебники. В костюме Гарри Поттера. Почему? Потому что это мой любимый персонаж. У меня есть мантия, галстук, шрам, я даже очки прихватила. Получили приглашение на праздник одаренные дети от 7 до 12 лет со всей республики. Победители различных олимпиад и конкурсов, региональных и российских. Они успешны в спорте, учебе, творчестве, а как выразительно читают стихи. Могуча Россия на все времена, и в прежние годы, и ныне героями наша отчизна сильна, Отечество славится ими. Я богатырь русский. На голове у меня шлем богатыря. Это кольчужная броня. Это русская рубашка. До начала новогоднего представления ребят развлекали сразу на нескольких площадках. Дети помогли встретиться Каю и Герде, помогли найти дорогу домой Снежной Королеве и победили злую колдунью. Волшебный зонтик теперь в надежных руках. И, конечно, водили хороводы. Ну и как же в Новый год без заветных желаний? Они есть у каждого школьника. И это не смартфоны или игровые приставки. У малышей совсем не детские просьбы. Я хочу, чтобы все мои родные и близкие были здоровы и счастливы. А чуть позже на сцене столичного театра драмы воплотилась сказка про чудесное огниво. Дети и взрослые на время спектакля оказались в королевстве, полном чудес и приключений, где добро всегда побеждает зло. Анна Зубарева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.